والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Следующий хадис в Китабу Джамия – это хадис от Абу Зарра, ради Аллаху та'аля ан, от пророка, алейхиссалату вассалам, который передал от своего Господа, субханаху ва та'аля, что он сказал: «Я ибади, инни харрамту зульма аля нафси, ваджальту бейнакум мухаррама, фаля тазаламу». «О мои рабы, я запретил несправедливость самому себе и сделал ее запрещенной среди вас, поэтому не причиняйте друг другу несправедливости». Этот хадис, который привел имам Муслим. Посмотрите, автор, то есть Ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля, он не привел этот хадис полностью. Он привел, то есть, только ту часть именно хадиса, которая касается темы. Хорошо? Отсюда вопрос, может ли передатчик хадиса передавать часть хадиса, или он должен передавать хадис полностью? Здесь мы скажем следующее. Если он просто приводит какой-то хадис, который уже передал кто-то из имамов, этот хадис записан, как, например, этот хадис Сахиха Муслима, есть этот хадис полностью, и он хочет привести только какую-то часть его, хорошо, тогда можно. Тогда можно. Почему? Потому что сам хадис он есть. Кто хочет посмотреть его полностью, обратиться к Сахиху Муслима, посмотрит там и найдет этот хадис полностью. Но если человек передает, будучи передатчиком хадиса, от своего шейха, тот от своего шейха, и иснад доходит до пророка, алейхиссалату вассалам, хорошо? То в таком случае он должен передавать хадис как? Полностью. Или, если и передает не полностью, то с определенными условиями. Какими условиями? Чтобы то, что он передал не полностью, чтобы это не было связано с предыдущими словами. Потому что если это связано с предыдущими словами, то он как бы вырвет их, хорошо, из контекста, лишит этой связи с предшествующими словами. Делать это нельзя, потому что это будет и искажение смысла. Но как бы то ни было, все равно даже в таком случае, если он переводит без чего, без искажений, то есть не разрывая этот хадис от того, что перед ним и связано с ним по смыслу, все равно лучше приводить хадис, что полностью, даже если это длинный хадис. Дальше сказано от пророка, алейхиссалату вассалам, который передает от своего Господа, субханаху ва та'аля, от своего Всевышнего Господа. Кто передает? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, от своего Господа, то есть от Аллаха, субханаху ва та'аля. Цепочка передачи здесь доходит до Аллаха, субханаху ва та'аля. Пророк, алейхиссалату вассалам, здесь как один из передатчиков в цепочке передачи, в иснаде. Хорошо? Такие хадисы, где пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Сказал Всевышний Аллах», или «Говорит Всевышний Аллах». Такие хадисы называются хадис аль-Илахи. Хорошо, хадис аль-Илахи. Или аль-хадис аль-Кудси. Священный хадис или божественный хадис. Хорошо? Зейд ибн Халид аль-Джухани, его хадис, который он передает пророку, алейхиссалату вассалам, смотрите, сказано, что пророк, алейхиссалату вассалам, однажды совершил с ними утренний намаз в Худейбии, и совершил намаз тогда, когда прошел дождь ночью. Утром он совершил намаз, а ночью был дождь. И сказал: «Халь тадруна маза каля раббукум». Обратился к людям после намаза со словами: «Знаете ли вы, что говорит ваш Господь?» Знаете ли вы, что сказал ваш Господь? Они сказали: «Аллаху ва расулу а'лам». Аллах и его посланник знает лучше. И он сказал: «Асбаха мин ибади му'мин ва кафир». Из моих рабов сегодня утром есть те, которые верующие, и те, которые неверующие. Верующие — это те, которые сказали, что дождь по милости Аллаха субхану ва та'аля прошел. Неверующие, которые сказали из-за такой-то звезды, из-за ее восхода. Смотрите,
Это пример тоже хадиса Кудси. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, знаете ли вы, что сказал ваш Господь? Ваш Господь сказал, и потом передает то, что сказал Аллах Субхану ва Тааля. Этот хадис называется хадис Кудси, или хадис Иляхи. Кто-то скажет, а в чем тогда отличие этого хадиса Кудси от Корана? Ведь это тоже пророк, алейхиссалату вассалям, передает то, что сказал Аллах Субхану ва Тааля. Слова, произнесенные Всевышним. Мы скажем, есть отличия. Во-первых, Коран – это особая речь Аллаха Субхану ва Тааля. Особая речь Аллаха Субхану ва Тааля, Писание Его, оно передано путем мутаватир, многочисленными путями передачи. В Коране не может быть такого достоверно, недостоверно. Коран, он весь достоверный. Что касается хадис Кудси, то пророк, алейхиссалату вассалям, да, передает от своего Господа, говорит, сказал Аллах, говорит Аллах. Но эти хадисы, их цепочка передачи может быть что? Достоверной, а может быть недостоверной. Хадис этот может быть, соответственно, каким? Сахих, достоверным хадисом, а может быть хадисом даиф, слабым, может быть хадисом хасан, хорошим. Понятно? Это другое отличие. Третье отличие, что Коран, он мутаббад битилавати, то есть чтение его является поклонением, где за каждую букву человек получает 10 наград. Хорошо? За чтение каждой буквы получает 10 наград. Что касается хадиса Кудси, то у него такой особенности нет. Хорошо? И поэтому Коран мы можем читать в намазе. Суры Корана мы читаем в намазе. Что касается хадисов Кудси, можем мы их читать в намазе? Нет. Понятно. Это отличие хадиса Кудси от Корана. Итак, Аллах Субхану Тааля говорит, как сообщается в этом хадисе, «Я ибади инни харрамту зульма аля нафси». «О мои рабы, я запретил зульм, несправедливость самому себе». «Харрамту». То есть я сделал это запретным, воспрепятствовал самому себе совершать зульм. Аллах Субхану Тааля, Он запрещает себе, что хочет, и вменяет себе в обязанности, что хочет. И никто не может вменить Аллаху в обязанность что-то, или запретить Аллаху сделать что-то. Это из убеждения аля сунна валь джамаа. Аллах себе что-то, что хочет, делает запрещенным. Что-то, что хочет, вменяет себе в обязанность. «Катаба раббукум аля нафсихи рахма», сказано в Коране. «Предписал ваш Господь самому себе милость». Аят из суры Ан'ам. «Предписал ваш Господь самому себе милость». И дальше сказано, что кто из вас сделает по невежеству какое-то зло, а потом покается после этого и исправится, то поистине Аллах Гафурун Рахим, прощающий, милующий. Сказано здесь в аяте «Катаба аля нафсихи рахма», предписал самому себе милость. То есть кто приписывает Аллаху? Кто предписывает ему нечто? Кто обязывает его к чему-то? Кто-то из творений? Нет, только он сам, если захочет. Есть какие-то вещи, которые обязательны для Аллаха Субхану ва Тааля? Да, есть, но это Аллах сам сделал для себя это обязательным. Как, например, если человек искренне поклоняется только Аллаху Субхану ва Тааля, не придавая ему ничего в сотоварищи, и совершает деяния в соответствии с тем, как приказал Аллах, как это передано через пророка, алейхиссалату вассалям, Аллах на себя тогда вменил себе обязанность какую? Ввести этого человека в рай, наградить его за это. И Аллах Субхану Тааля никогда не погубит благого деяния, которое совершит человек. Если ты сделал какой-то добрый поступок, благое деяние, деяние поклонения ради Аллаха, и так, как приказал Аллах, Аллах никогда не погубит при наличии этих двух условий твоего деяния. Обязательно наградит тебя за это. И так Аллах возлагает на себя в качестве обязанности, что пожелает, и запрещает себе, что пожелает. И здесь сказано «Харрамту зульма аля нафси». Я сделал запрещенным зульм себе. То есть сам себе запретил зульм. Что такое зульм? Зульм – это либо посягание, хорошо? Либо посягание, преступление, либо, наоборот, это умаление какого-то права. Хорошо?
То есть, если, например, что было понятнее, кто-то посягнул на твое имущество и забрал твое имущество. Хорошо? Это посягание, это удван. Посягание – это зульм. Теперь наоборот, кто-то должен тебе деньги, и он тебе их не возвращает. В данном случае это что? Умаление твоего права. Так зульм – это либо что? Посягание, либо умаление права. Понятно или нет? Пример среди творений. Либо забрал чьи-то деньги себе. Это что? Посягание. Это разновидность зульма, а не справедливости. Вторая разновидность. Кто-то должен ему, но не дает. Или должен содержать, например, муж свою жену, не содержит. Хорошо? Отец своего ребенка должен содержать, не содержит. Это что будет? Это будет умаление. Умаление права, чего-то права. И то, и другое, это зульм, это две его разновидности. Аллах Субхану ва Тааля, Он не умаляет ничего права, и Аллах Субхану ва Тааля не посягает. Хорошо? То есть, Аллах Субхану ва Тааля, если ты совершил благое деяние ради Него искренне, поклоняясь Ему, так как Он приказал, не может быть так, что Аллах Субхану ва Тааля умолит это обещанное тебе право, хорошо, и не даст тебе за это награды. Хорошо, Аллах Субхану ва Тааля даст за это награды. Это разновидность, да, зульма. Мы отрицаем ее в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. И теперь наоборот. Человек не совершил какое-то преступление, не совершил какой-то грех, проступок. Может Аллах наказать его за этот несовершенный проступок? Нет. И тот, и другой вид зульма в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, что? Отрицается. Аллах Субхану ва Тааля сделал запрещенным себе этот зульм и не притесняет никого. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваман я'маль мина ссалихати ва хуа му'мин, фаля яхафу зульман, валя хадма». Если кто-то совершит благое деяние, и он при этом верующий, то он не боится тогда. Хорошо? Такой человек, нет над ним страха, что будет ему причинена несправедливость или умаление. Итак, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инни харрамту зульма аля нафси». Я запретил зульм самому себе, «Вадж'альтуху бейнакум мухаррама», и сделал его запрещенным среди вас. Вот ради этих слов привел здесь шейх Ибн Хаджар этот хадис. Я сделал зульм запрещенным среди вас. Запрещен среди людей. Ибади – это все рабы. Запрещен зульм среди людей. Несправедливость, посягательство на права запрещены. Несправедливое посягательство на права запрещены. Это касается и верующих мусульман, это касается и неверных. Это касается неверных также. Зулм в отношении кафира, в отношении неверующего дозволен или нет? Несправедливость в отношении неверного? Нет, не дозволено также. Также не дозволено. Поэтому, смотрите, если у тебя есть договор какой-то с неверующим, торговый ли это договор, или какого-то иного плана договор, можешь ли ты нарушить этот договор? Нет. Почему? Потому что это будет зулм, это будет несправедливость, даже если это кафир. Неверно, не имеешь права. Хорошо? Или, например, договор аренды между тобой и кем-то из неверующих. Имеешь право нарушить этот договор аренды? Нет, не имеешь права нарушить. Уляма говорят даже, смотрите, вплоть до такой вещи, как аш-шуфа. Что такое шуфа? Шуфа, когда есть какое-то совместное имущество. Совместное имущество, то есть два хозяина. Если ты продаешь свою долю от этого совместного имущества, кто имеет первостепенное право на покупку его? Твой компаньон. Хорошо, потому что неизвестно, кто купит твою долю. Может быть, этому человеку будет очень плохой потом компаньон. И опять же, ему легче, если все будет принадлежать ему уже, и не будет у него компаньонов здесь. Это называется шуфа, первостепенное право на приобретение. Так вот, уляма говорят, что если этот совладелец твой, кафир, все равно он имеет первостепенное право на это. То есть шуфа сохраняется в отношении него. Потому что это право уже самого имущества. Хорошо? Смотрите, до какой степени. Итак,
Зулим запрещен между рабом, в том числе и в отношении неверующих, запрещен зулим. Кто-то скажет, ну а как же, когда у мусульман есть силы, то они сражаются с неверующими, кто из них не желает принимать ислам, такой человек, он платит потом джизью. Да, джизья это немного, но он платит джизью. Хорошо? Вот это же как бы посягание. Мы скажем, это посягание зулем? Нет, это не посягание зулем. Это человек, который отверг своего Господа. Человек, который отверг поклонение единому Создателю. Хорошо? Он, который сам не желает покориться Всевышнему. И Аллах, субхану ва тааля, он, который установил по справедливости и мудрости своей, что он должен, что? Платить джизью. Будет это зулем? Нет. Нет, есть нарушение справедливости. Это наоборот, высшая степень справедливости. Итак, сказано, «Ваджаальту бейнакум мухаррама». Я сделал зулим между вами запретным. «Фаля тазаламу». Поэтому не притесняйте друг друга, не совершайте несправедливость в отношении друг друга. Это касается даже, братья, отца и сына. Отец не имеет права причинить несправедливость сыну. Хорошо, или мать своему ребенку не имеет права причинить несправедливость. То есть на всех этапах, в семье, в отношениях между родителями и детьми, в отношениях между мужем и женой, в отношениях между соседями, в отношении между компаньонами, между партнерами, на всех уровнях. Зулим, Аллах субхану ва тааля говорит, «Фаля тазаламу», не причиняйте друг другу несправедливости. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод – это то, о чем мы говорили с вами, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, передает от своего Господа. Этот хадис называется хадис Кудси, и здесь пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе Кудси, как является одним из передатчиков. Как передатчики в хадисе ан-Набави, то есть пророческом хадисе, являются членами иснада, так в этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, также является, что одним из членов иснада, этой цепочки передачи. Другой вывод из этого хадиса – это утверждение такого атрибута Всевышнего Аллаха, как аль-калам, речь. Аллах, субхану ва тааля, Он говорит, когда пожелает, как пожелает, с кем пожелает, и говорит, что пожелает. Один из атрибутов Его – речь. Где доказательства? Аллах говорит, о рабы мои. Хорошо? Аллах, субхану ва тааля, один из Его атрибутов – речь. Это речь в буквальном смысле или это в переносном смысле речь? Нет, в буквальном смысле. Аллах субхану тааля говорит, это один из его атрибутов, из его сифатов, из его великих, прекрасных, высоких качеств. Хорошо, этот атрибут постоянно присущий Аллаху субхану тааля, извечный, или это атрибут проявляющийся по воле Аллаха субхану тааля? Мы скажем, сам атрибут по виду своему, да, он изначально. Аллах субхану тааля, он всегда говорил. Это атрибут, речь всегда присуща Аллаху субхану тааля, он изначальный. Но отдельные его проявления, они как возобновляются по воле Аллаха субхану тааля. Аллах когда хочет, тогда говорит, с кем пожелает из своих творений и как пожелает. И речь Аллаха субхану тааля, это слышимая речь. Это слышимая речь, в отличие от заблудших, которые говорят, что якобы речь Аллаха субхану тааля это какие-то внутренние смыслы только. Когда им говоришь, а как же Муса слышал речь Аллаха субхану тааля, они говорят, это просто Аллах создал в воздухе или в дереве, хорошо, звуки, и Муса услышал. Это речь Аллаха лишь выражение речи Аллаха субхану тааля, говорят они. Хорошо, а сама речь Аллаха это внутренние смыслы. Нет. Хорошо. Мы с вами говорили об этом подробно раньше. Это неправда, это заблуждение. И на самом деле, такие слова, что якобы речь Аллаха это лишь выражение внутренних смыслов, которые у Аллаха субхану ва тааля, такие речи, это ничем не отличаются от речей му'тазилитов. Му'тазилиты, они что говорят? Да, у Аллаха есть речь, хорошо, если это его атрибут, но это нечто сотворенное отдельно от Аллаха субхану ва тааля, говорят они, му'тазилиты. Хорошо? Те, которые говорят, что речь Аллаха внутренний смысл, а то, что слышал Муса или то, что слышал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это что? То, что создано Аллахом, то, что слышал Муса, создано Аллах субхану тааля в воздухе или в дереве, это лишь выражение тех внутренних смыслов, которые в душе Аллаха субхану тааля. Они точно так же, как му'тазилиты, получается, говорят, что то, что мы слышим,
Или то, что слышал сам Муса, алейхиссалям, и слышал пророк, алейхиссалям, это не речь Аллаха, а это лишь выражение речи Аллаха. Все сводится к чему? Что они, как и мутазилиты, говорят, что это уже само выражение речи тоже создано. Убеждение же ахля сунна валь джамаа, речь Аллаха субхану ва тааля, да? Это речь в буквальном смысле. Аллах ее произнес, хорошо, когда пожелал. Речь слышимая, неподобная речи творений, хорошо. Аллах субхану ва тааля говорит, это и смыслы, и это и слова. Хорошо? Речь его сама по себе изначально как атрибут, но имеет что отдельное проявление, когда хочет Аллах субхану ва тааля. Другой вывод из этого хадиса, что все творения, они являются рабами Аллаха субхану ва тааля. Все творения рабы Аллаха субхану ва тааля. Как говорит Аллах субхану ва тааля в суре Марьям, «Ин куллю ман фис самавати валь арды илля ати рахмани абда». Поистине все, кто есть на небесах и на земле, придет к Аллаху не иначе, как раб. Все рабы Аллаха субхану ва тааля зависят целиком от Создателя. Но среди рабов есть те, которые рабами являются не только в том смысле, что зависят целиком от Аллаха, подчинены Его господству, но еще являются рабами с точки зрения того, что поклоняются Аллаху. Есть такие рабы, это праведные рабы Аллаха субхану ва тааля. Все, что кроме людей и джиннов, являются рабами Аллаха субхану ва тааля в том смысле, что подчинены Аллаху, Его господству, и они поклоняются Аллаху и славят Его. Что касается людей и джиннов, то среди них есть те, которые являются рабами Аллаха, в смысле рабами Его как Господа, и в то же время рабами Его, которые поклоняются Ему. А есть такие, которые, да, рабы Аллаха, в том плане, что они целиком зависят от Аллаха, от Его господства, но не рабы Его божественности, не поклоняются Ему. Не ибаду люлюхия, хорошо, не поклоняются Аллаху субхану ва тааля. Другой вот из этого хадиса, то, что зульм. Может ли Аллах субхану ва тааля причинить зульм, несправедливость? Вопрос. Мы скажем, Аллах субхану ва тааля, если захочет, может. Это очень важно. Посмотрите. Это важное убеждение тоже ахля сунна валь джамаа. То есть, Аллах субхану ва тааля, есть ли у него силы, способность, возможность совершить зульм, совершить несправедливость? Да, есть. Но Аллах субхану ва тааля не причиняет несправедливости, потому что Он справедлив. Потому что Его справедливость, она совершенная. И Он запретил по своей совершенной справедливости себе совершать зульм в каком-либо ни было виде. «Инни харрамту зульма аля нафси». Я запретил зульм себе, говорит Всевышний Аллах. Заблудшие группы некоторые, они говорят, Аллах не совершает зульм, потому что Он просто не может совершить зульм. Не способен совершить зульм просто. Хорошо? Если бы, смотрите, неспособность просто совершить, это является похвальным качеством. Неспособность, просто нет сил на это. Нет, это не является похвальным качеством. Похвальное качество, когда силы на это есть, но не совершает это. Вот похвальное качество. Поэтому Аллах субхану ва тааля, да, может ли Аллах субхану ва тааля не дать награду человеку за его благие деяния? Может? Может. В силах Аллаха субхану ва тааля. Может Аллах наказать человека, даже если он не совершил какое-то ослушание? Может. Может. Есть у Аллаха силы на это. Но справедливость Аллаха субхану ва тааля, хорошо, и милость Аллаха субхану ва тааля по справедливости, по милости не делает это Аллах субхану ва тааля. Хорошо, Он сделал для себя запрещенным это по милости своей, справедливости своей. Поэтому это уже становится достохвальным качеством. Аллах не позволяет себе, запретил себе совершить зульм. Вот это тогда качество действительно достойное хвалы. Это есть качество совершенства. Понятно? Это отличие ахля сунна валь джамаа от некоторых заблудших групп. Также. Вопрос, относящийся к убеждениям. Другой вот из этого хадиса, что Аллах субхану ва тааля, Он может запрещать себе то, что пожелает. И вменять себе в обязанность то, что пожелает. Но мы не можем что-то запретить Аллаху. Или что-то вменить Аллаху субхану ва тааля в обязанность. Другой из этого хадиса, это подтверждение в отношении Аллаха субхану ва тааля
такого качества, как нафс. Потому что сказано, что здесь в хадисе «Инни харрамту зульма аля нафси». Я сделал запрещенным зульм своему нафсу. Что значит нафс? Нафс, или как в аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит «Ваюхазирукум Аллаху нафса». «Ваюхазирукум Аллаху нафса». Аллах предостерегает вас от себя. Нафс – это значит сам Аллах. Нафс – это значит затуллах, сущность Аллаха Субхану ва Тааля. То есть сам Аллах – это есть что? Нафс. Хорошо? Поэтому, когда сказано «Инни харрамту зульма аля нафси», я запретил зульм, как мы скажем? Что значит? Самому себе. Хорошо? Или в аяте «Ваюхазирукум Аллаху нафса», предостерегает Аллах вас от своего нафса, то есть от самого себя. И слова Иса, алейхиссалям, смотрите, которые приводятся в Коране. То, что Иса, алейхиссалям, скажет, Аллах Субхану ва Тааля, «Та'аляму ма фи нафси, ва ла а'ляму ма фи нафсик». Ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю, что у тебя в нафсе. Что значит у тебя в нафсе? То есть, что у тебя в сущности? Я не знаю. Хорошо? Итак, ответ на то, что такое нафс. Нафс – это зат. Это сущность Аллаха Субхану ва Тааля. Ты знаешь, что у меня в душе, я не знаю, что у тебя в твоей сущности. Ты знаешь, что у меня в моей сущности, а я не знаю, что у тебя в твоей сущности. То есть это не какой-то дополнительный атрибут, братья, помимо сущности, затуллах. Хорошо? Это и есть что? Затуллах. Понятно? Нафсуллах то же самое, что затуллах. Потому что многие задают вопрос, как это так? Это относительно слов Иса, алейхиссалям. Хорошо? «Та'аляму ма фи нафси, ва ла а'ляму ма фи нафсик». Ты знаешь, что у меня в нафсе, я не знаю, что у тебя в нафсе. Что значит нафс? Хорошо? То есть что? Сущность. Понятно. Следующий вот из этого хадиса, это то, из-за чего привел здесь шейх этот хадис. Это запрещенность чего? Тазалюм. Что такое тазалюм? Причинение друг другу зульма, несправедливости. «Ваджаальту бейнакум мухаррама». Я сделал его между вами запрещенным. Скажите, это маленький грех или большой грех? А? Это большой грех, но здесь мы скажем, что зульм бывает разный. Бывает такой зульм, который не просто уже большой зульм, а который вводит человека вообще из ислама, перестает быть верующим. Это зульм что? Ширку билля, предание Аллаху субхану сотоварищей, или куфар. А и бывает тот, который является большим грехом. Другой из этого хадиса, братья, поскольку сказано «О рабы мои», сказано «Фаля тазаляму», не причиняйте другу несправедливости, это значит, что причинять зульм даже неверному является что? Запрещенным. Даже кафиру нельзя причинять зульм. Если кто-то скажет, ну а если кто-то приступил против меня, и я ответил ему равноценным в ответ на это, означает ли это, что я совершил зульм, что я несправедливый? Мы скажем нет. Если кто-то приступил против тебя, и ты ответил ему равноценным, то это дозволяется, тебе это не будет зульм. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Аль-мустаббани ма каля фа'аля аль-бади». Смотрите. Аль-мустаббани, то есть двое, которые ругают друг друга, то есть перекидываются, да, какой-то бранью, ругают друг друга, «Ма каля фа'аля аль-бади минхума», то это на ком ложится это грех? На того, кто начал. Хорошо. Кто начал? Почему? Потому что он первый начал, и в ответ второй ему сказал. Но так будет, сказано в хадисе, пока что этот второй не перейдет грань. То есть, если он в ответ ответит больше, то тогда он уже тоже стал что? Валим. Тоже стал притесняющим, тоже стал несправедливым. Это что касается данного хадиса.